В Национальном архиве хранятся уникальные документы о добровольном вхождении Тувинской Народной Республики в состав СССР. Еще до начала Великой Отечественной войны 26 апреля 1941 года правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой о принятии республики в ее состав. Однако в связи с вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз практическое решение этого вопроса было отложено. В годы Великой Отечественной войны ДНР оказала всестороннюю и мощную поддержку СССР в борьбе с фашизмом. Только уже на заключительном этапе Великой Отечественной войны в 1944 году вопрос о вхождении Тувы в состав СССР вновь был поднят. Была создана правительственная делегация в составе 3 человек. Эти 3 человека отправились с декларацией, которая была готова на Малом Хурале Республики Тыва. Текст этой декларации имеется также у нас в архиве. Эта декларация открыто говорит о том, что Тувинская Народная Республика выражает свое желание вступить, так скажем, в дружественную семью Советского Союза. 11 октября 1944 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР, которое вел Михаил Калинин, Салчак Тока зачитал декларацию о желании ДНР войти в состав СССР. Президиум Верховного Совета СССР 11 октября того же года издал указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. И эти моменты были запечатлены на фотографиях, которые хранятся в Национальном архиве. Это то историческое, то важное событие, которое мы в этом году отмечаем. 80 лет вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Но этот процесс вхождения, он не был случайным. Это был многовековой процесс сближения. Еще с 17 века Россия и Тува торговали на приграничных территориях. Сначала это были, конечно, такие небольшие какие-то торговые отношения, но мы всегда были соседями, поэтому вот в данном случае торговали. В XIX веке по Пекинскому договору русские торговцы получили легальный доступ в Туву. Далее началось активное переселение в Туву русских. Об этом свидетельствуют архивные документы. Именно с XIX века начинается такое активное переселение в Туву. И в начале XX века уже это протекторат России над Тувой. Это тесное уже очень сотрудничество, освоение Тувы, взаимовлияние. Далее 1921 год – это создание Тувинской Народной Республики. И вообще существование Тувинской Республики – это очень тесные экономические, политические и культурные связи ТНР и СССР. 13 октября 1944 года был принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принятии Тувинской Народной Республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на правах автономной области с непосредственным подчинением республиканским органам. Добровольное вхождение Тувы в состав СССР было одним из последних крупных территориальных приобретений Советского Союза. К значимой юбилейной дате в Туве планируются масштабные мероприятия. Инна Клоян, Буян Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.